И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Юкшара, в студии Алиса Шамба. Сегодня в Сухуми прошел внеочередной съезд республиканской политической партии Амцахара, участники которого приняли резолюцию с требованием перенести референдум с 10 июля на осень, освободить от занимаемой должности министра внутренних дел Леонида Дзапшба, предоставить оппозиции эфир на АГТРК на регулярной основе, разрешить гражданам Абхазии участвовать в голосовании, в том числе по паспортам с истекшим сроком действия. Съезд политической партии Амцахара был проведен в сквере у Госфилармонии, где для выступающих был установлен микрофон. Председатель партии Амцахара Алхас Квициня в своем докладе высказал ряд претензий к нынешней власти. Он потребовал отставки министра внутренних дел, потому как Леонид Дзапшба, по сведениям оппозиции, препятствует свободному волеизъявлению сотрудников МВД на референдуме. Министр внутренних дел сидит у себя в коллективе и говорит: все вы это знаете, просто я повторю. Руководство государства против референдума, а вы кто такие? Это фактически виновник срыва референдума. Пускай люди выйдут и проголосуют против досрочных выборов президента. Мы ничего не скажем. Референдум – это был тот путь, который должны были видеть наши молодые политики, подрастающее поколение, чтобы стекла не били камнями, палками. По мнению лидеров оппозиции, власть задействовала административный ресурс по срыву референдума. Главы районов ищут подписантов, поддержавших референдум. Имеют место факты запугивания, утверждали выступившие. По оценке Ирины Агарба, власть некомпетентна, не выполняются социальные обязательства, пенсионеры обмануты, а проводимая экономическая политика малоэффективна. Где повышение зарплаты в разы, выплаты по перерасчету за прошлый год? Они не выплачены бюджетникам до сих пор. Где пенсии в 15 тысяч рублей? На что они рассчитывали, когда обещали? Даже в России такой базовой социальной пенсии нет. Это чистейший обман. Это абсолютный обман. Одного этого уже достаточно для того, чтобы ему предъявить самые серьезные обвинения во лжи и обмане собственного народа. В стране сложная криминогенная обстановка, поэтому министр внутренних дел должен быть отправлен в отставку. Такое убеждение высказал Дмитрий Дбар. Мы видим весь беспредел, который происходит в данный момент в Республике Абхазия. Похищение людей, разбои. В конце концов, точка кипения подошла к такому, что мы не можем уже терпеть и вышли уже на улицу. Проект резолюции готов. Мы требуем немедленной отставки министра внутренних дел и прекращения всего этого беспредела. Если президент не примет такое решение, примет решение народ за него. Участникам съезда была предложена резолюция, которая, по мнению руководителя фонда социально-экономических и политических исследований Аслана Бжаня, направлена на то, чтобы вернуть общественно-политическую ситуацию в правовое поле. Все требования, изложенные в ней, носят законный характер, убежден Бжаня. Референдум – это единственный законный путь высказать свое отношение, которое сегодня испытывают граждане к действующей власти. Референдум – это альтернатива беззаконию, альтернатива массовым беспорядкам. Референдум – это возможность укрепить основы нашего государства. Сегодня все идет в рамках существующих законов. Ничего еще не нарушено. Резолюция будет у президента. Мы взываем все здоровые силы, всех государственных деятелей к разуму, к ответственности. Пусть эти требования законные будут удовлетворены. Участники внеочередного съезда Амцахара приняли резолюцию с требованием изменить дату референдума и освободить от занимаемой должности министра внутренних дел Леонида Дзапшба. В резолюции также содержались и другие требования, касающиеся референдума. Наши требования. Первый пункт. Предоставить эфир на АГТРК на регулярной основе оппозиции. Немедленно возобновить деятельность Общественного наблюдательного совета, в состав которого должны быть включены представители оппозиции. Второй пункт. Немедленно освободить от занимаемой должности министра внутренних дел Республики Абхазия Дзапшба Леонида Юрьевича.
за ухудшение криминогенной обстановки и действия, направленных на нарушение конституционных прав граждан, связанных с участием в референдуме. Третий пункт. Гражданам Абхазии разрешить участвовать в голосовании, в том числе по паспортам с истекшим сроком действия. Делегаты съезда направили текст резолюции президенту Раулю Хаджимба, после чего решили переместиться к зданию МВД и там дожидаться решения главы государства. Елена Лолуа, Беслан Джинджоля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Внеочередной съезд политической партии Амцахара начался в час дня. Оппозиция планировала провести это политическое мероприятие в Госфилармонии. Однако двери здания были заперты. Директор Госфилармонии сообщил журналистам, что узнал о планах оппозиции провести съезд в здании филармонии накануне из соцсетей. Когда заказывают филармонию, или кто-то выступает, или кто-то что-то проводит, они за неделю или там минимум за 3-4 дня обращаются к нам. Естественно, мы долаживаем Министерство культуры и все так согласуемся. А так на этот раз даже никто не спрашивал, и никто не обращался. Я даже был сам удивлен, что нас не спрашивали, не обращались, а в интернете объявление было, что сегодня 12 часов там проводится такое-такое. А сегодня вообще должны были провести МЧС репетиция, генеральная репетиция, потому что у них 7 числа десятилетие юбилей МЧС у нас в Абхазии. Они обратились где-то за дней 15-20, они заказали, и их тоже сорвали, естественно. Насчет этих политических проведений в нашей филармонии было запрещено уже при Царстве Небесном, при Багапше, и когда был президентом Анкаб, никто, никому там не разрешали проводить вот эти политические собрания. А так, награждения, такие мероприятия культурные, пожалуйста, мы никому не отказывали, мы всегда проводили, и сегодня тоже мы готовы. Переноса референдума не будет. Он должен пройти в назначенное время. Об этом заявил Рауль Хаджимба, отвечая на требования оппозиции. Президента было многолюдно. Здесь собрались те, кто поддерживает политический курс руководства страны. Переговоры президента Рауля Хаджимба и представителей оппозиции длились больше получаса. Основными требованиями оппозиции являются перенос референдума на осень этого года, возможность голосования по просроченным паспортам и отставка министра внутренних дел. Диалог состоялся. В каких-то вопросах власти и оппозиция нашли взаимопонимание. Но нерешенных вопросов, по мнению представителей оппозиции, остается еще много. Президент по паспортам нашел понимание, и он сказал, что по просроченным паспортам люди будут иметь право голосовать. В этом случае я не могу сказать, что президент нас не услышал. Частично. По продлению референдума у главы государства есть своя позиция. У представителей блока оппозиционных сил, поддержавших референдум, и инициативной группы референдума есть свое мнение. Мы предложили президенту организовать встречу юристов администрации президента и юристов блока оппозиционных сил для обсуждения этого вопроса. Ну, я думаю, что ни оппозиции, ни президенту не нужен накал страстей и выход из ситуации из конституционного поля. Я думаю, что мы все хотим, чтобы все было цивилизованно и наша страна развивалась. По завершении встречи с представителями оппозиции президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел к собравшимся и сообщил об ее итогах. Глава государства отметил, что несмотря на то, что власть уступила в некоторых требованиях оппозиции, перенос референдума не представляется возможным. Я пока разговаривал с ними, я так понял, что там какая-то часть людей пошла в сторону милиции. Ну, то есть практически их не интересует даже наше мнение пока, во всяком случае. Но я вас всех призываю к тому, чтобы надо выдержать всю эту ситуацию. Мы не должны заставить себя, в первую очередь, поддаваться этим провокациям. У нас хватает там сил и средств для того, чтобы решить задачи, как это полагается. Просто ни в коей мере нельзя допускать каких-либо противостояний. Я, еще раз говорю, никаких референдумов отменять не буду. Референдум назначен на 10 число, и он будет. Никаких других позиций не может быть. Что касается
тех же паспортов, о которых они говорят, что, мол, по паспортам могли бы голосовать, которые просрочены. И сказал, пожалуйста, голосуйте, их всего там порядка 4000 паспортов. Если эти 4000 паспортов решат исход этого референдума, то я готов принять решение согласиться с этой позицией. Но в остальном я не могу, как говорится, пойти на это. Президент страны обратился к собравшимся не нагнетать обстановку. Рауль Хаджимба подчеркнул, что все решения будут приниматься только в правовом русле. Сима Аргун, Саидайба, Абхазское телевидение. Между тем, участники съезда оппозиции, переместившись к зданию МВД, ждали ответа на свои требования. В какой-то момент была предпринята попытка штурма здания. В противостоянии с личным составом внутренних дел участники акции использовали камни и подручные средства. К зданию была подтянута пожарная машина, но водомет применен не был. В здании МВД для ведения переговоров прошли представители оппозиции. К участникам акции обратился министр обороны Абхазии Мираб Кишмария с призывом сохранять спокойствие. Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку по факту попытки штурма здания МВД. Сегодня по инициативе блока оппозиционных сил в парке у здания Государственной филармонии был проведен несанкционированный митинг, связанный с вопросом проведения референдума о досрочных выборах президента. В ходе митинга была принята резолюция, одним из пунктов которой являлась досрочная отставка министра внутренних дел Леонида Дзябшева. Требования митингующих были направлены президенту
Однако, не дожидаясь его решения, митингующие переместились к Министерству внутренних дел, где ими была предпринята попытка штурма здания. Также были нанесены телесные повреждения сотрудникам милиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников несанкционированного митинга. Мы следим за развитием событий, а сейчас к другим темам. Уголовное дело в отношении экс-главы администрации Галского района Беслана Аршба направлено в Галский районный суд. 5 июля исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Абхазии Нунай Смыр подписан обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Беслана Аршба, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Речь идет о нарушениях, связанных с выдачей абхазского паспорта гражданам Грузии, проживающим в Абхазии. Амра Амичба продолжит тему. 150 томов уголовного дела в отношении экс-главы администрации Галского района Беслана Аршба направлено в Галский районный суд. Об этом сообщила помощник генпрокурора по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия. По версии следствия, Беслан Аршба, будущий главой администрации Галского района в период времени с 2008 по 2013 годы, явно выходя за рамки предоставленных ему должностных полномочий, своими распоряжениями создал незаконные комиссии по принятию документов для получения паспорта гражданина Республики Абхазия, чем способствовал массовой выдаче паспортов гражданина Республики Абхазия жителям Галского района, большинство из которых являются гражданами Грузии. После того, как исполняющий обязанности заместителя генпрокурора Нунай Смыр подписала обвинительное заключение, все 150 томов по уголовному делу направлены в Галский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Со стороны генпрокуратуры все необходимые следственные действия завершены. Собрана доказательная база, которую теперь предстоит отстоять в суде. Об истории вопроса. В мае 2013 года в Абхазии была создана парламентская комиссия по проверке законности выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия в Галском, Тхорчалском и Ачамчирском районах. В результате деятельности парламентской комиссии, которую возглавлял депутат Аслан Кубахия, выявлено, что главы 3 администраций своими распоряжениями создали незаконные районные комиссии по принятию документов для получения абхазских паспортов гражданами Грузии, проживающими в Абхазии. На основании рекомендаций комиссии в апреле 2014 года Народное собрание приняло постановление о том, что паспорта гражданина Республики Абхазия, выданные по рекомендациям комиссии, созданных в нарушении закона о гражданстве Республики Абхазия при администрациях Галского, Чемчирского и Тхорчалского районов, считать выданными с нарушением установленных процедур и не могут подтверждать гражданство Республики Абхазия. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, еще одно уголовное дело в отношении экс-главы администрации Тхорчалского района Тимура Гогуа находится на стадии завершения. Проводятся завершающие следственные мероприятия, после чего уголовное дело будет передано в суд. Амра Амичба, Эльдар Дамиров, Аста Мургошба, Абхазское телевидение. Посол Никарагуа в России Хуан Эрнесто Васкес Арайя официально вступил в должность чрезвычайного и полномочного посла Никарагуа в Республике Абхазия. Церемония передачи верительной грамоты состоялась в администрации президента. Посол Никарагуа в России Хуан Эрнесто Васкес Арайя будет представлять и интересы Абхазии на международной арене. Перед официальной церемонией передачи верительной грамоты в администрации президента Хуана Эрнесто Васкеса Арайя принял министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба. На встрече посол передал министру копию верительных грамот. Чирикба, в свою очередь, поблагодарил посла и вручил ему памятные подарки. Победа Абхазки, где освещается борьба абхазского народа за независимость. В тяжелой войне, в тяжелой борьбе мы завоевали независимость. Это вот хроника прошедшего борьбы и войны. Затем в здании администрации президента состоялась встреча Рауля Хаджимба и посла Хуана Эрнесто Васкеса Арайя и официальная церемония вручения верительной грамоты. Рауль Хаджимба поздравил вступившего в должность посла Республики Никарагуа в Абхазии Хуана Эрнесто Васкеса Арайя. Глава государства выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться по всем направлениям. Никарагуа, а президент и налугаша, а политика уссуй,
Daniel Ortega absne I hepsum in karra ahsabalo, asхатарызы illegalist adsбара. По завершении встречи с президентом министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба и посол Никарагуа Хуан Эрнесто Васкес Арая ответили на вопросы журналистов. Широкий круг проблем обсудили, которые интересуют наши страны, политические консультации, экономические возможные перспективы взаимоотношений и общей ситуации в регионе Латинской Америки и в мире. Теплых и братских привет народу Абхазии от имени никарагуанский народ, от имени команданта Даниэла Ортега и его супруга Росарио Мурильо. Сказать абхазский народ, что в Никарагуа был, есть и будет ваш друг и брат, вся наша солидарность, вся наша поддержка для вашей борьбы по независимости и самоуправлению. Чирикба отметил, что в числе планов по сотрудничеству открытие в столице Никарагуа Манагуа дипломатической миссии, для которой уже готовятся кадры из Абхазии, подписание соглашений по молодежной и спортивной политике и многие другие проекты. Напомним, что Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза Байрам. Ураза Байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина. Он обращает верующих к духовным и нравственным истокам ислама. Испокон веков он отмечается совершением добрых дел и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию, отмечается в частности в поздравлении президента. Ну а сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем 30-32 тепла. Температура морской воды 25 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.